Истории болезни, выписки, осмотры, консультации, обходы, совещания. У заведующей хирургическим отделением номер 3 Республиканского онкологического диспансера Ванды Балатаевой дел немало. Все для того, чтобы сохранить жизнь каждого пациента без потери ее качества. Вылечить удается многих. Доктор помнит всех своих больных, а пациенты доверяют врачу самое ценное – свое здоровье. Сейчас пойду на операцию. И ничего я не боюсь. Рядом с ней мне очень хорошо. Так, расслабим. Я была в Швеции у детей, и там обнаружила болячку свою. И быстрее домой, к Балатаевой. И все, прилетели срочно. И зашла, приняла. Умница она у меня. Анализы сделали, и вот сегодня операция. Умница. Такой второй, я не знаю, человека. Первый раз была в 2016 году. И с тех пор я наблюдалась, и вроде ничего, все было нормально. Ну, опять. У нее было заболевание левой молочной железы, она получила комплексное лечение. Было действительно вот с 2016 года безрецидивно, было все хорошо, спокойно. Периодически она к нам приходила, обследовалась, все как положено. Ну и вот сейчас у нее обнаружено в правой молочной железе образование. Мы выполним также органосохранную операцию, как было сделано в тот раз. Может, еще поживу. Конечно, конечно. Но будет хороший настрой, будет все хорошо. Любому человеку свойственно волноваться перед операцией, но позитивный настрой – главное в предстоящем лечении и восстановлении. Тем более современная наука научилась исцелять многие виды онкологии, если они диагностированы на ранних стадиях. Наверное, важно поговорить с пациентом, объяснить, что все будет хорошо. Ну, не знаю, в первую очередь от пациента зависит, как он будет настроен на излечение. Есть пациенты, у которых бывает там первая стадия, ну, небольшая стадия, и благоприятное течение, и анализ благоприятный. Но если пациентка вот постоянно сидит, ну это за что у меня это, и почему со мной это случилось. Понятное дело, никогда никто не выбирает себе болезнь, но, к сожалению, у нас никто не спрашивает, и болезнь не спрашивает. Поэтому, я думаю, надо просто вовремя себя взять в руки и дать возможность своему организму побороть эту болезнь и справиться. Заболевание молочной железы лечится по клиническим рекомендациям, то есть есть определенный индивидуальный подход в зависимости от вида опухоли, от его иммуногистохимического типа. В каких-то случаях мы можем рекомендовать, независимо от стадии, даже если это будет первая, вторая стадия, мы можем рекомендовать проведение курсов химиотерапии на первом дохирургическом лечении. Зачастую это проводится с целью уменьшения опухоли и для повышения возможности выполнения органосохранной операции. Органосохраняющая операция предполагает удаление не всего органа, а только той его части, где развивается опухоль. Валентине Бугуловой на начальной стадии болезни проводится как раз такое оперативное вмешательство. Диагностика подобных заболеваний редко обходится без инструментальных и лабораторных исследований. Оценки симптомов недостаточно, нужно узнать, что происходит внутри тканей. Поэтому биоматериал относят на срочное интраоперационное гистологическое исследование. Оно позволяет оценить характер опухоли, степень ее распространения, состояние окружающих тканей и сосудов. Результат операции зависит от слаженных действий всей команды медицинских работников – хирургов, анестезиологов, медицинских сестер, патоморфологов, гематологов, лаборантов. Нативный образец, кусочек ткани, взятый у пациента, в то время как он находится на операционном столе, поступает сюда. Это называется срочное интраоперационное исследование, на жаргоне медиков это ЦИТа. Когда он сюда поступает, он бывает не фиксированным формалином, для того, чтобы мы в течение считанных минут, вырезав необходимый самый подозрительный участок из этой большой, как правило, опухоли или
просто куска удаленной молочной железы, чтобы мы его заморозили, сделали тонкий срез и окрасили его. На все это отводится 30 минут по стандарту. Но учитывая то, что у нас сейчас очень хорошее оборудование и подготовленные врачи, мы не более 20 минут на это тратим, если не представляет сложности. Но если сложность какую-то представляет, это 25 минут. После этого мы готовы дать ответ, каков диагноз у этого пациента. Если там рак, нет там рака, что из себя представляет это образование. Это более чем в 90% случаев мы отвечаем сразу. Бывают особо сложные случаи, когда мы завершаем наше заключение словами, что окончательный ответ после парафиновой проводки или даже иммуногистохимического исследования. От того, насколько грамотно выполнен микроскопический анализ полученного образца, зависит эффективность назначенного лечения. Ведь не всегда удается только с помощью операции удалить все раковые клетки. Некоторые из них могли отделиться от опухоли и по кровотоку переместиться в другую часть организма и образовать вторичные опухоли или метастазы. Поэтому после операции применяется химиотерапия – основной тип медикаментозного лечения рака. В этом случае лекарства встраиваются в пораженные клетки, замедляя скорость их деления. В комплексе с химиотерапией часто применяются и лучевые методы лечения, направленные на разрушение ДНК таких клеток и полное уничтожение опухоли. То есть мы убрали образование, большой широкий сектор ткани молочной железы с опухолью. Мы промаркировали края резекции, отправили это гистологам на срочное исследование. Гистологи, находясь, еще у нас пациентка была на операционном столе, они нам отзвонились и сказали, что края резекции чистые. Но это говорит о том, что мы можем завершить и дальше не идти, и женщина будет жить с молочной железой, а не без нее. Мы исследуем края резекции. Если нам гистологи не дают чистые края, естественно, мы не заканчиваем на этом операцию. Тогда мы либо делаем резекцию, либо уже полное удаление молочной железы. То есть у нас эстетика, наверное, в этом случае, когда речь идет о заболевании, о раке молочной железы, то эстетика у нас немножечко отходит на второй план. Мы никогда не забываем о том, что все-таки заболевание и рак – это в первую очередь, а потом уже нам нравится делать красиво. Мы любим, когда пациентки довольны и железа сохранена, но не в ущерб ее здоровью и ее жизни. Каждый пациент имеет право на основании данных ему врачом рекомендаций и пояснений выбирать, какие диагностические исследования и методы лечения будут ему проводить. А еще может выбрать своего лечащего врача с учетом согласия доктора. Наличие такого права еще больше стимулирует медиков оказывать помощь на высоком уровне, считает хирург Ванда Балатаева. Часто бывает такое, тоже пациенты приходят и говорят, знаете, вот я, наверное, интуитивно выбираю там вас. Или у нас, во-первых, у нас есть право выбора пациента. Каждый пациент может выбрать себе лечащего врача. И опять-таки у нас небольшой город, небольшая республика, все уже, не знаю, как-то все идут уже на определенных докторов. Уже даже при поступлении в приемном покое уже каждый знает, кому он хочет, кого он себе выбирает. Редко, когда кто-то бывает, вот мне все равно, говорят, мне все равно кому. Лишь бы меня там вылечили. Многие вообще никому. Бывает такое тоже, конечно, что не знают никого, им все равно, кто ими будет заниматься. Главное, чтобы их вылечили. У нас 4 врача-мамолога в отделении. Вообще мы последние несколько лет мы работаем объединенные с гинекологами. Гинекологическое и маммологическое отделение, оно сейчас в составе 3-го хирургического отделения. Есть врачи как гинекологи, так и маммологи. И, значит, маммологов нас 4. Мы ассистируем друг другу, кто-то оперирует, кто-то ассистирует. За годы работы Ванда Сергеевна провела несколько тысяч операций. Именно ей люди не боятся доверить свои здоровье и жизнь. Пациенты признательны доктору за компетентность и высокий профессионализм, внимательное отношение, доброту и отзывчивость.
Одну из самых сложных и эмоционально тяжелых специальностей – хирург-онколог – Ванда Сергеевна выбрала уже после окончания Северо-Осетинской медицинской академии в 1999 году. А стать врачом решила еще в школе, потому что в другой профессии себя не представляла. Отец был торговым работником, мама экономистом, но значит, я была старшая в семье, брат младше меня, он болел 18 лет. Мы в семье жили с этой болью, поэтому как-то, наверное, каждый из нас был в какой-то мере врачом. А что касается того, как я стала онкологом, вообще я закончила ординатуру акушерства и гинекология, и, значит, тогда по окончанию, тогда было очень много желающих работать, быть акушерами, гинекологами. В основном, если женщина закончила мединститут, то она должна быть акушер-гинекологом. И на время моего окончания ординатуры не было возможности трудоустроиться. И где-то приблизительно спустя 6 месяцев я получила предложение о работе в онкологическом диспансере. Конечно, во время студенчества, может быть, мало кто, наверное, думает, что когда-то он будет работать в онкологии. И я была в числе их. Ну, как говорится, никогда не говори никогда, так оно и случилось. И о чем на сегодняшний день, наверное, я не жалею. Я стала работать, я устроилась тогда в 3-е хирургическое отделение. Оно занималось лечением патологии молочной железы. Традиционно профессия хирурга считается мужской, но женщины, работающие по этой специальности, давно опровергли сложившийся стереотип. Хотя такая сфера деятельности все же с мужским характером, считает Ванда Сергеевна. Важны не только доброта, ласка, отзывчивость, но и твердость, уверенность в своих действиях, выносливость, стойкость. Без таких качеств в хирургии делать нечего, особенно в онкологии. Сама профессия требует, чтобы человек со скальпелем в руке быстро думал и действовал, принимал решения и мог четко его реализовать. Чувство страха. Я испытывала это, наверное, чувство только в начале своей работы. Сейчас в настоящее время нет. Это было поначалу, когда я начинала работать. Бывал страх там не задеть подключичную вену, там, то есть каких-то кровотечений боялся человек. Сейчас уже такого нет. Я помню первую свою операцию. Ощущения, конечно же, не совсем. Я даже не могу их сейчас, наверное, передать, что я чувствовала. Это было гораздо длительно все, нежели это проводится сейчас. Мы очень долго работали. Начинала оперировать под руководством Суслана Гапоевича. Он меня учил оперировать. Это напряженный труд, который, как и любой созидательный процесс, требует полной самоотдачи в профессиональной деятельности. Эмоциональные перегрузки врача-онколога гораздо тяжелее физической усталости. Во-первых, выносливость нужна. Большинство нашего времени ежедневно мы проводим на работе. Если есть в этом необходимость, то и по выходным дням. Наверное, становясь врачом и хирургом, мы должны понимать, что в любой день нам придется прийти на рабочее место, независимо от того, выходной это праздничный день. Все врачи, наверное, стрессуют, работая, особенно в хирургии, работая еще и у нас в стационаре, у нас очень много тяжелых пациентов. Вообще у нас просто сами по себе пациенты тяжелые. Они с определенной психосоматикой тоже, да, они всегда бывают, и они нуждаются всегда в добром слове, они нуждаются в том, чтобы мы их успокоили. Поэтому, конечно, это забирает очень много энергии у всех врачей. И справляться, да, надо справляться, отдыхать, больше гулять, чтобы было больше сил. Умение общаться с больными приходит с опытом. Разговаривая о диагнозе с пациентами, некоторые из которых находятся на поздней стадии развития болезни, врачи должны четко понимать, что они собираются сказать и какие слова будут произносить. И даже если прогнозы неутешительны, важно сохранить людям настрой на выздоровление и помочь найти ресурсы для борьбы за жизнь, считает онколог.
Ранее, когда я начинала еще работать, около 20 лет назад, пациенту не говорили в лоб, почему-то считалось, что это неправильно, это нехорошо. И мало того, иногда даже родственники за день, за два могли подойти к доктору и сказать: вы знаете, я приведу вот свою маму, там, тетю или сестру. Если вдруг что-то будет нехорошее, пожалуйста, не говорите, вы мне скажете. Но сегодня, конечно, во-первых, пациент должен знать о том, что ему предстоит, какое лечение ему предстоит, потому что в первую очередь это здоровье самого, это жизнь человека, и только он может принимать какие-то решения. Это лечение достаточно серьезное. Оно же состоит не только с хирургического лечения, но и лечение комплексное. Естественно, большинство людей в зависимости от запущенности процесса, от запущенности от стадии проходит комплексное лечение, что включает в себя и хирургическое лечение, и курсы химиотерапии, лучевую терапию, многие на гормонотерапии, иммунотерапию. То есть лечение достаточно длительное, и оно иногда занимает и год, и более того. Поэтому без согласия пациентки, конечно, это невозможно. Для того, чтобы мы получили согласие, пациентка в первую очередь должна знать о своем диагнозе, дать возможность бороться, наверное, с болезнью. В мире каждый год онкологический диагноз ставится 10 миллионам пациентов, то есть 27 тысячам человек в сутки. В нашей стране на онкоучете состоят 2,5 миллиона человек. За последние 10 лет прирост заболевших раком составил 15%. И, к сожалению, несмотря на достижения медицины, рак молочной железы по-прежнему занимает первое место среди онкологических патологий. А по уровню смертности он уступает только раку легкого и желудочно-кишечного тракта. У каждой 8-й женщины есть риск его развития. К тому же стало больше высокоагрессивных его форм, которые развиваются в среднем за 5 лет. Болезнь молодеет. За последние 20 лет число заболевших раком женщин до 30 лет увеличилось более чем в 4 раза. По статистике, значит, у нас по отделению в 2022 году было пролечено 488 пациенток с заболеванием молочных желез. Сюда включены, конечно, и доброкачественные, и злокачественные новообразования. То есть это те пациенты, которые получили хирургическое лечение в отделении. В 2021 году пациентов у нас было пролечено по поводу заболевания молочных желез 398. На сегодняшний день, за 3 месяца этого года, на учет взято 80 пациенток. Первая, вторая стадия 59 пациенток, с третьей стадии у нас 14 пациенток, и с четвертой 7 пациенток. Это, конечно, не маленькие цифры, потому что за 3 месяца 80, и в общем-то, это неплохо, потому что это говорит о том, что женщины стали обращаться и своевременно выявляются. То есть первая, вторая стадия, 59 человек за 3 месяца – это хороший показатель. Ежегодно в России регистрируется от 50 до 80 тысяч новых случаев заболевания раком груди. При этом такой вид онкологии может появляться и у мужчин. Всего у нас состоит в республике на сегодняшний день 7 мужчин с диагнозом рак молочной железы, от 43 до 80 лет. В позапрошлом году был 1 случай у нас мужчина, мы оперировали мужчину, рак груди, он получил также комплексное лечение, там была и химиотерапия, и хирургическое лечение в объеме мастектомии, полное удаление железы. В вопросе выявления онкологии всем исследованиям должны предшествовать самообследование молочных желез и осмотр врача. В своей практике онкологи-маммологи используют маммографию, ультразвуковое исследование, МРТ и цитологический анализ. Ранняя диагностика – залог успешного лечения. 5-7 миллиметров, 10 миллиметров – это, конечно, это ранняя стадия, это небольшие образования, которые при, допустим, наличии больших размеров груди женщина может даже и не обнаружить вовремя.
И точно так же мы, доктора, да, пальпаторно иногда вот приходит женщина на осмотр, может не быть никаких клинических данных того, что в железе есть какое-то образование. И при помощи вот дополнительных методов исследования, это УЗИ, до 40 лет мы, как правило, делаем УЗИ молочных желез, а после 40 и УЗИ, и маммографию, они взаимодополняющие исследования, ну и пальпаторный осмотр. Хотя часто бывает, что женщина приходит, мы видим пальпаторное это образование, а УЗИ и маммографию могут не увидеть. В молодом возрасте УЗИ молочных желез, оно более информативное исследование. А в более старшем, после 40 лет, там уже идет жировая трансформация, идет перерождение, инволютивные изменения. И, конечно, для жировой ткани порой информативнее бывает маммография. И мало того, бывают кальцинаты, которые УЗИ может не увидеть, а может увидеть маммография. Иногда при обнаружении образования опухоли в молодом возрасте за счет плотности ткани молочной железы, для нас маммография тоже может быть малоинформативна. Тогда мы можем рекомендовать женщине сделать МРТ с контрастированием. Или если у нас обнаружено не одно, а несколько образований, мультицентричный рост, допустим, опухоли, то мы также рекомендуем выполнить МРТ. Иногда развитие рака груди можно спрогнозировать. Предрасполагающие к нему мутации часто наследуются, передаются от родителей детям. Пациенткам из группы риска рекомендуется пройти обследование на изменения в генах, которые встречаются примерно в 1 случае из 10. Если они обнаруживаются, нужно дважды в год посещать врача-маммолога, чтобы можно было выявить даже минимальные изменения. Это генетический анализ, в наших условиях он не делается, но мы отправляем в в онкоцентры, это в Москву, в Санкт-Петербург, и в течение недели, 2 недель, иногда бывает чуть больше, но это не связано с нами, это больше, наверное, связано с их работой. Мы получаем заключение, и на основании которого, да, может поменяться тактика. У нас есть такие пациентки, если обнаружены мутации, то объем хирургического вмешательства расширяется. Если бы мы пациентке предложили органосохранную операцию, то здесь, конечно же, мы уже будем предлагать полное удаление, возможно, с одномоментной реконструкцией. Такие операции у нас тоже проводятся. Есть пациентки, которым мы одномоментно выполнили полное удаление молочной железы с сохранением сосково-ареолярного комплекса и одномоментно поставили имплант. Еще не так давно был известен лишь один способ борьбы с этим недугом – так называемая мастектомия Холстеда-Майера, подразумевающая полное удаление молочной железы с кожным покровом, подкожной клетчаткой, грудными мышцами, лимфоузлами. При этом ткань молочной железы, то есть, собственно, грудь, удалялась полностью до ребер. К счастью, медицинская наука не стоит на месте, и на смену столь радикальному, но единственно надежному по тем временам методу пришел более современный – органосохраняющий, при котором хирургическим путем удаляется небольшое количество пораженной ткани. Однако, несмотря на то, что калечащие операции, изменяющие облик женщины, уходят в прошлое, все же иногда при необходимости проводят радикальную мастектомию, то есть удаление всей молочной железы, но при этом сохраняется возможность онкопластики, реконструкции груди с одновременным протезированием. Кто-то длительное время наблюдается с фиброзно-кистозной мастопатией, у кого-то кисты периодически появляются, и часто с таким вопросом приходят пациентки, говорят: можно мне полностью уже удалить эту железу и поставить имплант, если это... Но, то есть мы на сегодняшний день, если есть мутации, то да, такое возможно и достаточно. В общем, сравнительно недавно это стали делать и в России. Ну, у нас в республике таких случаев нет. У нас есть только случаи пациенток, когда болезнь себя уже проявила, допустим, с одной стороны уже болезнь себя проявила, есть уже образование, заболевание, допустим, одной железы, то мы можем удалить другую железу с одномоментной реконструкцией, поставить имплант.
В онкологии не так много чудес, чтобы надеяться только на них. Важно проходить необходимую терапию и выполнять все рекомендации врачей. Тем более ежегодно приходят сообщения о новых противораковых препаратах. Для Ванды Болотаевой каждый вылеченный пациент – это стимул работать и творить дальше, бороться за жизнь и побеждать болезнь. Наверное, даже если пациент выздоравливает, это уже чудо. Почему-то боятся всегда онкологических заболеваний, хотя есть множество других заболеваний, которые считаются неизлечимыми. Поэтому, если мы смогли помочь пациенту, если мы полечили пациента, и он от нас уходит здоровый, это уже чудо. Но когда ты думаешь, вот этой пациентке осталось недолго, и вот как жалко, но проходят там годы. И даже был случай, значит, через мою уже родственницу меня спрашивают: вот она, твоя пациентка, ты ее тогда-то полечила, она может пойти к косметологу и сделать омолаживающую процедуру? И я говорю, это к чему, да? То, что пациентка по сей день жива и здорова, хотя у нее был не очень благоприятный анализ. Ну, видимо, вот все-таки, может быть, от желания жить и желания пациентки победить заболевание, наверное, это выше всего. Ежедневно Ванда Болотаева оказывает помощь пациентам с опухолевыми образованиями молочных желез, раком, фиброаденомой, саркомой, липомой, воспалительными процессами, такими как мастит, врожденными патологиями груди, заболеваниями гормональной этиологии. Доктор консультирует, проводит комплексную диагностику, анализирует маммограммы и результаты УЗИ. Занимается наблюдением пациентов, перенесших лечение патологии молочной железы, и старается позитивно влиять на их настроение и образ жизни. Она считает, что в медицине, а особенно в онкологии, должно быть меньше бюрократизма, а все лекарства важно сделать доступными для пациентов, потому что промедление смерти подобно в буквальном смысле слова. Все-таки у нас онкологические пациенты. Хотелось бы, чтобы мы работали в лучших условиях. Да? У нас есть здания, которые требуют капитального ремонта. Конечно, условия, это ни для кого не секрет. И сейчас все больше возможностей, и порядки меняются, и желания меняются, требования меняются. Конечно, хотелось бы работать в хорошей обстановке, в хорошем ремонте. Хочется, чтобы хотя бы все, что их окружает в этом стационаре, чтобы это их радовало. Ванда Сергеевна никогда не отказывает пациентам в помощи. Такой жизненный принцип дается непросто, ведь нелегкое это дело – вдыхать в людей новую жизнь без ущерба для личной. Но для хирурга самое лучшее вознаграждение за труд – радость в глазах выздоровевших пациентов.